Глава администрации Сухума Беслан Эшпа принял делегацию Тамбовского государственного университета имени Державина. Тамбов и Сухум побратимы с 2012 года. Тогда же подписали соглашение о дружбе и сотрудничестве между городами. Весной этого года делегация Управления образования столичной администрации побывала в Тамбовском университете на форуме «Наука и образование». Государственный Тамбовский университет имени Державина сделал такой, я считаю, что это большой шаг в сфере образования для повышения квалификации уровня наших педагогов, совместной определенной работы. В этих рамках делегация приехала в столицу Абхазии. Глава администрации Сухума Беслан Эшпа отметил, что рад приветствовать столь солидную делегацию. Нам очень приятно, что такая солидная делегация у нас в столице Тамбовского государственного университета. Знаю про планы, про те мероприятия, которые будут проводиться в городе. Вот это для нас очень важно и очень полезно. Повышение квалификации нашего преподавательского состава – это для нас один из приоритетов на самом деле, потому что мы понимаем, что это дает в итоге для тех, кто учится в школах, для детишек, для поступающих потом в высшие учебные заведения. Вам за это огромное спасибо. Тамбовский государственный университет имени Державина – ведущий классический университет Тамбова и Тамбовской области. Основные направления образовательной и научной деятельности госуниверситета – медицинское, педагогическое, а также инновационное, экономическое, правовое, гуманитарное и социально-культурное. Университет предоставляет 90 бюджетных мест, на которые могут претендовать и абитуриенты из Абхазии. У нас классический университет со всеми направлениями подготовки, начиная от медицины, биотехнологии, беспилотной авиации и, безусловно, педагогика. Это очень интересно, я думаю, для вас, но и для нас, как такая площадка для обмена опытом. У Тамбовского университета заключены договора со 135 странами. В нем обучаются около 3000 иностранных студентов из 64 стран. Мы ждем ваших детей. Около 3000 иностранных студентов из 64 стран. То есть ребятки у нас представлены практически со всего мира. Мы умеем работать с иностранными студентами, мы готовы встретить ваших детей. И я думаю, что здесь мы тоже найдем точки соприкосновения. Отлично. Спасибо. В ВУЗе обучают иностранному языку с нулевым уровнем знания. Есть возможность стажироваться за границей в языковой среде. По итогам 2020 года Тамбовский университет занимает в рейтинге почетное место по качеству дошкольного и школьного образования в России. Очень для вас будем полезны в плане выстраивания вариативного образования, различных вариативных форм образования. И это тоже заслуга нашего педагогического института, работы в базовой площадке, различные структуры. Что касается качества общего образования, у вас очень хорошая ситуация, потому что вы находитесь на стадии такого прорыва, развития системы. Когда-то и мы прорвали 10 лет назад, построили много школ, и ваши коллеги были в одной из школ, агробизнес, школы у нас, причем новые строятся, они имеют свою концепцию, причем концепцию разрабатывает ВУЗ для школы, инфраструктура и готовит педагогов для новых школ. Поэтому концептуально, чем можем, всегда поможем, если выстраивать будете именно, так скажем, точечно, локально каждую школу под ту идею, которая, конечно, прежде всего полезна для развития социально-экономического развития Сухума. Ирина Аверина отметила, что Тамбовский университет может оказать методологическую помощь в обучении родному языку. А у вас родной язык, это ваше отче, поэтому мы готовы оказать помощь в повышении квалификации по обучению родного языка. В плане, конечно, методических линий. Для нас это очень тоже важно. Мы транслировали этот опыт со многими регионами России и с Кавказом тем более. Мы в течение многих лет были победителями гранта именно по этому направлению, поэтому опыт есть. Кавказ обучили всех руководителей и учителей русского языка. И это, думаю, то, что будет очень интересно. Тамбовская делегация побывала в 10-й Сухумской школе, где ученики рассказали гостям о своем старейшем учебном заведении и подготовили концерт с национальными танцами. Певец Артур Лакрыба исполнил песню, написанную в 2017 году «Сухум-Тамбов» на слова сотрудника столичной администрации Тимура Кукускер. Когда мы сюда ехали, говорят, абхазский язык такой трудный язык, ну, правда, я тоже читаю, и вдруг я сегодня слышу детей. Ребят,
как вы сегодня красиво пели, говорили. Абхазский язык – самый красивый язык, поверьте. В нем столько сострадания, столько милосердия и столько искренности. Я желаю процветания вашего края, желаю процветания вашим школам. И чем можем, всегда поможем, на то мы и побратимы, в Сухум и Тамбов. А в Доме учителя представители Тамбовского университета провели для сухумских школьников мероприятия по профориентации. Рассказали будущим выпускникам о существующих факультетах в ВУЗе, об условиях поступления на бюджетные места и о предоставлении общежития для проживания иногородним студентам. Ученики сухумских школ внимательно слушали выступающих, делая пометки в телефонах. Выбор факультетов был широк, и каждого заинтересовало что-то определенное. Заинтересовала, скорее всего, медицина и техника, такие как там дроны можно делать, и информатика, компьютерное образование. Факультет, который интересовал меня, его не презентовали, но я подошла, спросила лично. Вот там есть факультет психологии, очень давно хочу поступить на психолога, вот, и поэтому подошла, поинтересовалась, так как на самом деле, если поступать в этот университет, мне кажется, будут достаточно большие возможности в будущем. Даже после завершения мероприятия школьники еще долго общались с преподавателями университета, спрашивали, уточняли, даже обменялись номерами телефонов. Судя по проявленному интересу, вполне вероятно, что уже в этом году кто-то из выпускников сухумских школ станет абитуриентом Тамбовского государственного университета. Амра Амичбадавидавицва, пресс-служба администрации города Сухум.